Всем пламенный салем, с вами Диара, и сегодня мы с вами разберем самые распространенные ошибки, которые допускают русскоговорящие при изучении казахского языка. Давайте начнем. Одна из частых ошибок русскоговорящих при изучении казахского языка – это ударение. Ударение почти всегда стоит в конце слова, то есть на последнем слоге. Но когда мы добавляем какое-то окончание или суффикс, мы переносим ударение на суффикс или окончание, то есть на последний слог. Это очень вполне логично. И тогда у нас есть слово «бала» – ребенок, и есть слово «балалар» – дети. То есть мы добавили окончание «лар» и перенесли ударение на последний слог. Очень часто слышу ошибку именно в этом слове. Люди забывают перенести ударение и говорят вместо «балалар» – «балалар». Но это звучит немножко нелепо. Еще одна ошибка – это использовать словосочетание «үлкен рахмет». Ну, дословно, в принципе, если переводить с русского языка, это правильный перевод, дословный. То есть большое спасибо, большое на казахском «үлкен», спасибо рахмет, большое спасибо «үлкен рахмет». Но это словосочетание звучит некорректно в казахском языке, это просто дословный перевод с русского. Корректный вариант – это «көп рахмет». То есть такая вот лингвокультурологическая разница. В казахском языке желают много спасибо, а в русском языке желают большого спасибо. То есть есть такие различия, и в казахском языке корректнее звучит «көп рахмет», нежели «үлкен рахмет». Вот, запоминайте. Следующая ошибка – это использование слова «жыл» вместо «жас» и слова «жас» вместо «жыл». Давайте раз и навсегда разберемся, в чем же различие. И «жыл», и «жас» переводится как «год, но слово «жас» мы используем, когда говорим о возрасте. Например, «мен 65 жастамын», мне 65 лет. Мен 13 жастамын, мне 13 лет и так далее. А слово «жыл» используется для обозначения года в целом. Например, 2024 жыл, 2024 год. 2002 жыл, 2002 год и так далее. То есть «жас» — это про возраст, а «жыл» — это про год в целом. Следующая ошибка связана с неразличением звуков «н» и «н». На эту тему я снимала отдельное видео, где я четко расписала, как различить «н» от «н». Давайте сейчас попробуем произнести «н» и «н». Когда мы произносим звук «н», губы открываются, и передняя часть спинки языка касается неба. «Н», «н». А когда мы произносим «н», наоборот, задняя часть спинки языка касается неба. Попробуйте задней частью языка коснуться неба и сказать «н». «н», «н». Вот не получается сказать «н», получается этот звук «н», сонорный звук «н». Еще раз повторюсь, на эту тему я снимала целое видео, поэтому обязательно заходите, смотрите это видео. А что может случиться, если не различать эти два звука? Вы можете не понять, о чем идет речь. Например, «шин» — это вершина, а «шин» — это правда. «Вон» — это... Что это? Это правый, а «он» — это 10. Следующая ошибка также связана с фонетикой, это неразличение звуков «э» и «э». Очень часто русскоговорящие не различают эти два звука и вместо «э» произносят «э». Но вот что я хочу отметить. Попробуйте произнести следующие слова. «Сра» и «сря». «Сра» — это пиво, а «сря» — это видимо. И вот в некоторых академических выступлениях, да, то есть в таких публичных выступлениях, люди могут произнести по-другому. И это был такой случай, когда человек произнес вместо «сря» «сра». Я не знаю, почему он решил использовать такое продвинутое слово «сря». К сожалению, он произнес «сра». Так получилось, что люди не поняли, что он хотел сказать, потому что «сра» — это пиво. И только потом, прочитав текст, который он произносил, мы поняли, что это «сря», то есть «видимо», а не «пиво сра». По тому, как различать «э» и «э», я снимала отдельное видео, но там не как различать эти звуки, а именно как произносить, как научиться произносить эти звуки. Вы также можете посмотреть и поставить лайк, подписаться на мой канал, это реально крутые видео, мне они очень сильно нравятся. Это был такой топ-5 самых распространенных ошибок русскоговорящих при изучении казахского языка. Но если вы хотите продолжение, я могу это снять, но я сниму это, когда под этим видео наберется 70 комментариев. Вот. А пока я с вами прощаюсь, не забудьте на меня подписаться и поставить лайк на это видео. Всех вас люблю. Сау болыңыздар!